Здравствуйте, мои дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу вас и немножко рассмешить, и познакомить с великими людьми. Начну, сейчас сами узнаете с кого. Все вы знаете, что я родилась и получила медицинское образование в Киргизии. Киргизия – это моя любимая родина. Я жила в Красной Речке. Это село находится между Такмаком городом и городом Фрунзе, ныне Пишпек. И вот именно в нашем селе был поворот в горы, курорт Иссык-Ата. Очень красивое место. Значит, я стала акушеркой, получила диплом, и меня украли замуж. Это потом я расскажу, как это было интересно. Ну, он был трудовикский. Это Казахстан, река Чу разделяла нас, вот Киргизию и Казахстан. Вот та граница, где я жила, река Чу нас разделяла. Кенгбулун. Перед Такмаком есть село Кенгбулун, там жили дунгане. Трудолюбивый народ, ну такой трудолюбивый. Ну и вот с этого поворота налево, если с Фрунзе ехать, с Пишпека, налево свернуть, через речку эту проедешь, через Чу, и это знаменитый колхоз «Трудовик» тогда, ордена Ленина, очень знаменитый, гремел на весь Казахстан, на всю Джамбульскую область. Ну там я тоже начала акушеркой работать. Когда замуж украли. Начала там работать, он был оттуда сам, шоферил он, колхозный шофер был бравый. Ну и что я хочу сказать? Я ж не знаю колыбельных, а так хочется на родном языке. И я своей доченьке, сероглазой, напевала песни, набор слов по-карачаевски, записывала их, ну и мои пробные стихи, все, я пыталась их привести в форму стихов, но не всегда это получалось, но всегда я ей мурлыкала на карачаевском. И редко-редко придет серенький бачок, схватит тебя за пачок, баю-баю-баюшки. Ну вот это тоже я ей пела. Это, кажется, схватит за бачок, это бессмертное, колыбельное, все знают, наверное. Ну, когда я уже второго ребенка имела через 5 лет, сыночка, я уже больше знала. И стихи свои уже немножко были более значимые и более похожие на колыбельные. Самое главное, тематика сохранилась и образы. Ну, я их собирала. Когда уже переехали на Кавказ, дочь пошла во 2 класс здесь. А сын маленький был, ему сколько, 5 лет, 8 лет или сколько? Нет, сейчас я скажу, в 75-м, 3 годика ему было, когда мы приехали на Кавказ. Это родина моих предков, родина моего народа. Мои родители были депортированы в годы Великой Отечественной войны великим Сталином и его помощниками. И не только мой народ карачаевский, но балкарцы, чеченцы, ингуши, кто еще там, татары вот крымские, калмыки, много кого, эти турки-месхетинцы. Сколько беды. Идет война, наш народ, как сказать, вязал, шил, отправляли на фронт безрукавки, носки. Я не знаю, работали, помогали фронту. А когда их дети, их мужья, их отцы, их братья, карачаевцы, сражались на фронтах Великой России, защищали Россию, погибали многие, ранеными становились, инвалидами становились. Многие получили ордена и звания героев Советского Союза, но они этих звезд, многие до сих пор не получили. У нас по числу героев в процентном соотношении больше всех в ареале Советского Союза по числу соотношения. Но многие еще не получили. Я думаю, наш уважаемый Владимир Владимирович и министр решат этот вопрос в пользу наших
героев, которые положили головы во имя нашей большой Родины СССР, а теперь будем говорить Российской Федерации. Ну и вот, когда я приехала, спрашиваю, хочу же пополнить, думаю, может быть, узнать, какие. Я говорю, девчата, расскажите стихи в роддоме. Прошу, когда вот вечерами после ужина, после кормления, где-то после 9 соберу вечернее кормление детишек и собираю их в коридоре, женщин, уже мамашек, и говорю, давайте, говорю, колыбельные мне расскажите. Они, да мы не знаем, да вот, кто-то по-русски, может, колыбельную расскажет, бывает редко кто-то куплетик и все. А одна женщина один раз мне, знаете, что сказала? Говорит, Байдамат, хочешь, я тебя рассмешу? Я говорю, давай. Говорит, я вот везде рассказывала, и по телевидению уже показывали, и ученые иногда приводят пример мои высказывания. Это больно и смешно. Значит, говорит, живу, говорит, я на 3-м этаже. Смотрю, говорит, а у меня соли нет, борщ уже сварила, там еще что-то жаркое сделала. Жду мужа, говорит. Это у нас, в Карачаево-Черкесии. Жду мужа, сейчас вот он на обед приедет. Соли нет. Думаю, бежать как? Нет. Вдруг он зайдет, нет, не могу оставить дверь открытой и закрыть не могу, говорит, 1 ключ на 2. И, говорит, побежала к соседке, вот стучу рядом и стучу в дверь, не открывает. Я думаю, как же так, что она, я же знаю, что она дома. Я говорю, приложила ухо и слушаю и слышу. Стала смеяться. Я говорю, а что ты слышишь, я спросила. Чего я очки не снимаю? Что ты слышала? Ой, что-то привыкла. Что ты слышала, говорю. Она говорит, Байдамат, смотри, как она говорит, баюкала свою малышку, или мальчик, или девочка, говорит, качала люльку и пела песню колыбельную. Может быть, и вы рассмеетесь на ночь глядя. Вот, смотрите, колыбельку качает, там созвук дан-дан-дан, карачаевская колыбелечка, такая люлька. Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. Спи тебе, говорю, спи, малыш, спи. Вот такой песней она убаюкивала своего ребенка. Я тогда, знаете, тоже смеялась. Потом, когда я задумалась, я патриотка в душе, всегда хочется ходить нехоженными тропами, делать то, что никто не делал. И кто не сделает, кроме меня. Я задалась целью издать первую книгу на родном карачаевском языке колыбельных. Книгу колыбельных. Но не только карачаевских авторов, не только народные колыбельные я находила, но я решила найти авторов, родственных мне республик. Это Казахстан, Джамбул, Киргизия, это Северная Осетия, это Кабардино-Балкария, это нагайцы, кумыки. Я искала, столько перелопатила книжек, искала колыбельные. И что интересно, я находила редко. И самое интересное, что колыбельные чаще писали мужчины, а у женщин колыбельных почти нету. Поэтесс я имею в виду. Так смешно мне было. А у меня собралась кипа их. Я отредактировала. Мне сегодня не стыдно за них. Я могу гордиться. Конечно, профессионально можно подойти и найти к чему-то. Придирки какие-то можно найти. Но я собрала воедино и свои стихи. Перевела Костахи Тагурова, великого поэта Осетии Северной. Джамбула, великого акына Казахстана. Всех тех, кто вот у меня в этой книге. Посмотрите. Беляв. Это по-нашему баю-баю. Вот видите? Вот. Видно или нет, я не знаю даже. Вот баю-баю. Вот такая книжка. Посмотрите, какой толщины. На хорошей бумаге. Хорошо мне издали. Единственная книга, которая по всем параметрам мне нравится. Так я вот перевела те стихи, которые я назвала. Русских авторов «Баюшки-баю», вот это «Схватит за бочок», эту тоже перевела.
Ну и собрала достаточное количество стихотворений, 100, наверное, я точно не знаю сейчас, не буду в цифры вдаваться. Решила не только стихи. Я решила, так как многие молодые, и я в том числе, не знаем национальных обрядов, связанных с детьми. Я собрала пословицы, поговорки, с людьми встречалась, спрашивала, записывала. Стихотворение тоже с уст записывала. Какие у нас бывают вот законы, где в люльку ложить, это есть такой обряд, ложить ребенка в люльку впервые. И там своеобразные какие-то проводят дела, как говорится. Я и не знала, что надо или у родителей папы новорожденного, или у мамы. Вот здесь все написано. Как проводить, как в люльку ложить, какие слова говорить. Ну, когда ребенку зубик выйдет первый, что делать? Первые волоски кто бреет? Что с ними делать? Вот это все я узнала. Вот эта национальная культура, наш быт, все это собиралось же пластами, веками. Я вот это все собрала и в эту книгу. Все сюда поместила. Вот. Теперь что я хочу сказать? Эта книжка издалась, и не поверите, 1000 штук, наверное, я издала. Не помню сколько. Или 990. 999 штук экземпляров издала. Ну, не поверите, в течение месяца куда-то делись. Я по магазинам раздала их, и у меня нету книг. 1 или 2 осталось, и все. 1 подписанная, 1 вот эта. Я сегодня начну с великого акына. Казахский народ, он очень певучий, он очень талантливый. Как широка эта страна, большая, у каждого казаха такая душа, широкая, большая, солнечная, звездная. И я хочу сегодня начать вот с этого человека. Его зовут Джамбул. Вам, наверное, плохо видать. Акын. Есть Джамбул, значит Акын. Его именем даже город есть, села есть, область Джамбульская даже называется. Его фамилия Джамбул Джабаев. Он почти 100 лет прожил, не хватило 1 года. Он умер в 1945 году. Представляете? Окончание войны, и он умер, довольный тем, что кончилась эта никому не нужная кровопролитная война, которая не жалела ни стариков, тем более младенцев, детей, никого не жалела. Вот он умер. А родился он в 1846 году. Его стихи переведены на многие языки мира. Они входят в учебники казахских языков. Его любят и чтят все поколения. И я прочту, наверное. Давайте я буду с компьютера легче читать. Я когда устаю, и у меня лампочка какая-то энергосберегающая, и поэтому света мало. Я так-то читаю без этого, а вот теперь без очков. Теперь что-то случилось. Давайте я прочту стихотворение великого казахского певца, поэта. Он и на домбре играл, музыканта, скажем. Стихотворение колыбельное. Сен чукларча, бал балам. А я еще включу, вы знаете, нет, давайте я еще домбру включу. Куда-то ж я домбру хотела включить. Сейчас, я включу домбру. Не спешите. Я думаю, под домбру будет лучше. А где эта домбра делась? А вот. Какой-то чеченец играет, и главное, имени нету. Я буду под домбру стихи читать. Представляете, степи казахские, широкие, бесконечные, горы высокие. Ой, сен чукларча, бал балам, домбрада соғат Джамбул.
Кылларыңнан сарткан макам, барып токтаган булбул. Энер үчүн саңа чуку, бешик тебиретеме, акырынчык чырлаймен, улуу заук этеме. Калкыйдыла жайлыкта, хан сотлап, кой сүрүле. Кара бухар улакла, узун аяклы тайла. Тик маңлайлы бузоула, жибек жүнлü козула, узун куйрук түлкүле, тукур сыртлы ботала. Ханста жуклай каскала, Аму дарьяда чабакла, суу жагада камишле, гүллеге де сиңди жуку. Тынчайганды дум дүйнө, даңыл, теңиз, кала. Сена ник калкымайса, айтчы, кара көз бала. Мамырлыкта өсөсө, журтну улуу, ардылы болуп, саула дүния кучагын керир саңа көрүрсө, малла, көлле, даңыл, кең, бажаришле, гүл сабан, алтын, налмаз, har неда, бала, сеники билсең. Сложно. Чачың дариден жумшак, көзлерин көкчө жарык, иннетлерин болса халал, гүлледен толур жайлык. Тин берген жүрегимсе, сыйбла айтылыр атың. Сөнмес өктемлигимсе, сен тамлагы батырым. Браво, браво, Джамбул, Джамбульская область, Казахстан. Браво, детки, учите Джамбула, учите и мой перевод. Так, вот. Спасибо за внимание.